О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Пошив подшлемников, плетение маскировочных сетей, отправка посылок. Совет пенсионеров Алданского района оказывает помощь военнослужащим. Покажем, как работает мастерская. Дни открытых дверей стартовали в Республиканском маммологическом центре. На протяжении 2 дней приемы ведут врачи-онкологи. Посвящение в профессию. В столице республики на торжественном мероприятии встретили 30 молодых медиков. Расскажем подробности. «Хлеб всему голова», гласит старая пословица. В Нерюнгринской городской библиотеке отдельный праздник посвятили хлебу. Выездная образовательная экспедиция, спартакиада по адаптивным видам и осенняя ярмарка. Смотрите обзор новостей Ленского района. Министерство финансов России подтвердило планы индексации заработных плат бюджетников, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Министр также отметил, что на эти цели в субъекты в том числе будет направлено 114 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что оплату труда работников бюджетной сферы в России планируют увеличить более чем на 13% в 2025 году. Индексация зарплат предусмотрена в рамках майских указов президента. Восстановлено движение крупногабаритного транспорта на автодороге федерального значения Лена. По информации пресс-службы управления дорог Лена, в связи с улучшением дорожной обстановки открыт проезд для большегрузов. Напомним, ограничения из-за непогоды действовали в течение нескольких дней, что привело к скоплению фур на протяжении 9 километров трасс. Пункт отбора в городе Якутске ведет работу по отбору граждан на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил России. Ежедневно по вопросу поступления на военную службу по контракту в пункт отбора посещает большое количество граждан. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции может достигать 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны выплачивают от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч от Министерства обороны, 900 тысяч от Якутии и 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Всем необходимо для выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащим обеспечено Министерство обороны. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефону 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93 круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Пошив подшлемников, плетение маскировочных сетей, отправка посылок. Совет пенсионеров Алданского района оказывает военнослужащим различного рода помощь. Без малого год назад мастерицы освоили изготовление одеял-носилок. В мастерской совета побывали наши корреспонденты. Отмерить и раскроить ткань, подогнать слои утеплителя, прострочить края и тщательно закрепить боковые ручки. В швейной мастерской Совета пенсионеров Алданского района рабочий процесс не останавливается. За день Лилия Чесак изготавливает 2 одеяла, которые также можно использовать в качестве носилок. Это одеяло носилочка, да. Они там даже говорят, что в случае даже патроны мы на них скидали, быстро притащили. Швейная мастерская в Совете пенсионеров была оборудована на средства гранта. И вот уже год женщины занимаются пошивом одеял-носилок. Изделия получаются легкими, теплыми и прочными. Ребята у нас рассказывают. Они говорят, не только что, говорит, мы там накрыли семьи, под семья подстелили. Они, говорит, нам очень нужны, когда у нас, говорит, ребята остаются на поле боя. И мы не можем их вынести в связи с серьезной ситуацией. Все равно кто-то, говорит, у нас есть, подползает, мы хоть их накрываем. А они у нас непромокаемые. И потом, говорит, мы можем этих ребят на эти же одеяла-носилочки и вытащить. Помимо одеял, рукодельницы районного совета пенсионеров также шьют подшлемники и плетут маскировочные сети. На их изготовлении сейчас трудится 1 бригада. Несколько мастериц делают заготовки. В нарезке так называемых галстуков немало тонкостей.
Кто работает по бригадам, кто выходной, потому что только-только заканчивается сезон осенний, огороды, заготовки, и поэтому они чередуются. Сегодня у нас только 10 человек. Цвета тканей, из которых изготавливаются сети, выбраны вовсе не ошибочно. Зеленые оттенки подходят для маскировки в летнее время, а сейчас бригада плетет сети для зимнего сезона. Верно подобранные тона отметил один из военнослужащих. Приехав в отпуск, он зашел к мастерицам, чтобы поблагодарить их за помощь. И вот он, когда увидел, он сказал: какие вы молодцы. Нам вот именно сейчас такие сети нужны, которые, потому что у нас снег падает, он тает, смешивается с грязью, с песком, и получается серо-черно-белый. И вы, говорит, вот именно как чувствуете и делаете то, что нам надо. С приобретением материала мастерицам помогают спонсоры и неравнодушные земляки. Посылки с готовыми изделиями пенсионеры отправляют в зону боевых действий с алданскими десантниками. Женщины просят солдат беречь себя и желают им поскорее вернуться домой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Нет уз святее товарищества. Презентован второй сборник рассказов участников спецопераций. Государственный фонд «Защитники Отечества» собирает истории от самих военнослужащих и их близких. В прошлом году в феврале была презентована первая книга «Жизнь за други своя» с историями ветеранов и уже распространена по всем библиотекам, музеям, театрам страны. Второй сборник вышел под редакцией писателя Захара Прилепина. В филиалы фонда поступило более 750 историй. В новую книгу вошли 43 подлинных истории, в том числе 2 рассказа наших земляков, якутян. Этот рассказ отец написал про своего сына, как он воевал, как погиб. Ну, кратко, рассказ о брате, который за друга пошел и погиб. Сослуживцами, где брат служил, с ребятами встречался, разговариваю по телефону, вот с женой друга Ронина, знакомы. А в Мирнинском районе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В этом учебном году во всех школах проводят мероприятия, формирующие и развивающие чувство гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу. Продолжит тему Анна Васильева. В школе села Арылах по патриотическому воспитанию учащихся проделана немалая работа. Здесь разработаны рабочие программы воспитания. Обучающиеся принимают участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятиях патриотической направленности. Также детей начали обучать к такому предмету, как основы безопасности и защиты Родины. Практические занятия у нас всегда проходят интересно. Вот можно увидеть набор имитаторов травм и поражений, которые раньше как было. Раньше этих не было, просто практически, теоретически мы рассказываем учителя. Вот так надо делать, это надо делать, а практического у нас почти не было, можно сказать. А сейчас с появлением вот манекенов, имитаторов, в основном проходят практические занятия. Поэтому дети очень заинтересованы. Проводятся мероприятия, направленные на популяризацию отечественной истории. В этом году в школе был открыт музей. Пока в нем работает 2 экспозиции: «История школы» и «Уголок воинской славы». Наш музей – это не просто собрание старых вещей, это жизненная память о том, как развивалась наша школа, как менялись поколения учеников и учителей, как формировалась традиции. Жители села нам предоставляют всю информацию, всевозможные документы, фото, все материалы, которые можно использовать для музея, для истории. То есть оформление, вот все это мы делали очень много часов, то есть старались, вкладывали душу, возможности свои в реализацию этого музея, потому что он у нас ранее был, но был расформирован. И мы его опять восстанавливали, то есть собирали всю информацию, все по крупицам, то есть старались вот со всем энтузиазмом сделать для нашей школы, для наших детей музей.
Музей с уголком воинской славы, где собраны фотографии жителей села, участвующих сейчас в специальной военной операции, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и других, является хорошим примером для других учебных заведений. Анна Васильева, Мирный. Идем далее. Дни открытых дверей стартовали в Республиканском маммологическом центре. На протяжении 2 дней приемы ведут врачи-онкологи. Подробнее о пользе такой акции расскажет Марфирина Алексеева. Профилактическая акция в маммологическом центре проводится на протяжении 12 лет. Ежегодно за 2 дня акции осмотры врачей проходит около 200 женщин. И по итогам приемов всегда выявляются новые случаи рака молочной железы. И вся наша деятельность Республиканского маммологического центра направлена на раннюю диагностику заболеваний молочной железы и, конечно, такого грозного, как рак молочной железы тоже. И мы находим достаточно много, до 100 случаев ежегодно. И, к сожалению, сейчас мы отмечаем, что ежегодно эта болезнь поражает женщин более молодого возраста. И, к сожалению, с чем это связано, над этим думают ученые и России, и мира, что сейчас появились очень сложные, опасные и неблагоприятные формы рака молочной железы. Мы говорим биологический подтип опухоли и у молодых, и даже у пожилых женщин. После осмотра врача-онколога, если того требуют показания, выписываются уточняющие обследования, такие как УЗИ, томосинтез, биопсия. Если выявляются подозрения на рак, пациенты всегда ведутся до исключения диагноза. Если требуется лечение, оно предоставляется бесплатно. Именно это преимущество сделало акцию известной среди врачей поликлиник. Большинство пациентов приходят именно по их рекомендациям. Об этой акции я узнала от своего лечащего врача, от терапевта. И я сама родом с Хангаласского Улуса приехала. И считаю, что такие акции надо проводить всегда. И это нам очень нужно, женщинам в первую очередь. Ну, этот случай у меня действительно счастливый, потому что я подошла к своему гинекологу, прошла тоже, сдала все анализы необходимые, и она мне посоветовала, говорит, вот идет акция как раз. Я тут же набрала номер телефона, тут же девочки очень вежливо ответили и приняли меня, прямо вот сразу же записали. Никакой очереди, никакой суматохи тут нет, потому что все по времени. Женщина должна следить за своим здоровьем, тем более если есть дети. Мы же должны их поднять на ноги. Ну и вообще мама должна быть здоровой. Для того, чтобы записаться на прием в рамках акции, при себе надо иметь полис ОМС, СНИЛС, ФЛГ и при наличии анализ РВ. Акция ежегодно проводится в октябре в рамках Всемирного месяца борьбы против рака молочной железы. Марфирина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Посвящение в профессию в столице республики на торжественном мероприятии, ставшем традицией для большого, дружного и сплоченного коллектива Якутской республиканской клинической больницы, посвятили в профессию 30 молодых специалистов. Они стали медсестрами, акушерами и врачами. Все подробности у Даяны Федоровой. 30 молодых специалистов стали медсестрами, акушерами и врачами Якутской клинической больницы. Все они выпускники медицинских колледжей и университетов. Этот знаменательный момент стал результатом многолетнего труда, упорства и стремления к знаниям каждого из них. Врачом решил стать, потому что у меня вся семья медиков. Общий стаж династии более 500 лет. Учился здесь, в СУФУ. Я очень рад стать специалистом ЕРКБ. В обязанности реаниматолога входит также анестезия, введение в наркоз, обеспечение спокойствия, покоя пациента во время операции. На церемонии присутствовали руководители больницы, преподаватели медицинских учебных заведений, а также родные и близкие. Каждый из молодых врачей получил напутствие от опытных коллег, которые вдохновили их на дальнейшую работу в сфере здравоохранения. Из поступивших на работу в этом году у нас 4 врача, которые пришли работать в нашем учреждении. Мы очень рады тому, что именно в перинатальный центр, например, пришло 3 специалиста, 2 акушера-гинеколога и 1 врач-анестезиолог. Тем более, что именно потребность в этих специалистах у нас очень высокая. Республиканская клиническая больница всегда славилась высоким уровнем профессионализма и заботы о пациентах. С приходом новых специалистов эта традиция будет продолжена и укреплена. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск.
Ежегодно 15 октября мир празднует Международный день белой трости, символа незрячего человека. В рамках этого мероприятия в Якутске стартовал традиционный месячник «Белая трость». Подробнее об открытии расскажет Тимур Колмогоров. В культурно-реабилитационном центре Всероссийского общества слепых состоялся День открытых дверей. Торжественное открытие дополнялось выставкой рукодельных изделий, созданными самими незрячими. Занимаемся мы где-то около года. Вяжем шапочки и эти шарфы. Вот. И когда мы все вместе собираемся, себя мы чувствуем как-то, как обычные люди, да? Угу. Хотя мы все плохо видящие, абсолютно слепые есть. И вот с друг другом общаемся, себя чувствуем как-то как нормальные люди, как здоровые люди. Для слабовидящих и незрячих проводятся различные мастер-классы. Их обучают пению, танцам, игре на музыкальных инструментах. Ко всему прочему, они также могут заниматься активными видами спорта, специально адаптированными под их потребности. Сильно таких проблем на самом деле нет, потому что это все адаптировано и людям помогает на самом деле очень хорошо, потому что многие, допустим, даже на примере себя я могу сказать то, что я, когда был более-менее зрячим, я любил в футбол играть, а сейчас, футбола, увы, нет, уже не могу, уже мяч не вижу, поэтому голбол для меня очень, например, подошел. Тот же настольный теннис для слепых, на самом деле очень хорошо все это. Я, допустим, лично для себя я не видел никаких препятствий. На протяжении всего месячника слабовидящие и незрячие смогут пройти бесплатный медосмотр, а также посоревнуются в настольном теннисе, русским шашкам, интеллектуальным и спортивным играм. Белая трость, как вы знаете, это пользуются белой тростью инвалиды по зрению. Это как, чтобы люди отличали от людей, узнавали, что это инвалид. И для ориентировки, для слепого тоже, чтобы для передвижения инвалида пользуются. А белая, мы проводим, этот месячник проводится, чтобы обратить внимание общественности на проблемы незрячих людей. День белой трости дал старт одноименному месячнику, в рамках которого будут проведены мероприятия для слабовидящих и незрячих людей, итог которых подведут 13 ноября. Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. «Хлеб всему голова», гласит старая пословица. Она проверена временем. Действительно, без хлеба невозможно насытиться даже самым питательным обедом с обилием различных блюд. В Нерюнгринской городской библиотеке хлебу посвятили целый праздник. Все подробности в материале. Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня хлеба, который отмечается с 16 октября. Праздник собрал самых активных посетителей библиотеки. Хлеб – это прежде всего символ жизни, здоровья, красоты, мира и добра. Хлеб – это то, что каждому человеку очень дорого и нужно. Испокон веков хлеб был оберегом. Его давали воинам в дорогу, его давали молодоженам, его делили, этот хлеб, только с дорогими людьми. Кроме выставки хлебобулочных изделий, изготовленных предприятиями Нерюнгринского района, прошел и конкурс, собравший кулинарных мастериц, участниц проекта «Активное долголетие» и клуба «Еще не вечер», которые представили на суд жюри свою разнообразную выпечку и не только. Я так хотела угостить всех вареником. Вареники с картошкой, дачная картошка, вареники с салом и с луком жареные, со сметаной, с аджикой и с квашеными арбузами. Это украинское такое блюдо. Хотела, чтобы все съели, как будто всю крынку съели. Проект «Активное долголетие» реализуется Нерюнгринской городской библиотекой уже не первый год и объединил множество жителей Нерюнгри почтенного возраста, принимающих самое активное участие в самых разных мероприятиях. Создается это для того, чтобы пенсионеры продолжали свою качественную жизнь, чтобы им было не скучно, чтобы вопросы здоровья решались, общение, досуга. Ведь известно, что у детей свой ритм, у внуков жизни, людям пожилым не хватает общения. Вот эти клубы создаются именно для общения, чтобы поддержать друг друга.
Преломить хлеб с кем-то – это символическая фраза, означающая сближение людей. С Международным днем хлеба хочется поздравить всех. И тех, кто ест хлеб, и кто вкладывает силы и душу в его создание. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее предлагаем обзор новостей Ленского района. 2 дня в Ленском районе работала выездная образовательная экспедиция, целью которой является просмотр и отбор детей по 4 направлениям – наука, искусство, культура и спорт. Экспедиция включает в себя преподавателей и тренеров по стрельбе из лука, пулевой стрельбе, биатлону и масс-рестлингу, а также преподавателей Якутской балетной школы и Высшей школы музыки. Педагоги и представители регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха-Якутия провели олимпиады по разным дисциплинам. В рамках образовательной экспедиции были проведены мастер-классы по различным видам спорта и искусства. Преподаватели и тренеры провели тренировки для детей, были проведены различные образовательные мероприятия. Охват детей по всем направлениям. Дети, желающие, могут участвовать по всем мероприятиям, независимо, что он только по олимпиадное движение. Он может опробовать масс-рестлинг, стрельбу из лука, может показать свои таланты по балетной школе, по высшей школе музыки. Поэтому даем возможность детям, особенно отдаленных населенных пунктах, даем возможность участвовать во всем, показать всю свою красоту. В Ленске с 2010 года проводится спартакиада по адаптивной физкультуре и спорту. В прошедшие выходные прошли очередные соревнования. Гостями праздника спорта стали серебряный призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец, тренер по настольному теннису Макар Дьяконов и бронзовый призер Паралимпийских игр по стрельбе из лука Степанида Артахинова. На прошлом спартакиаде нас было немного, но сейчас нас более 40. Почему? Потому что у нас открылся зал адаптивной физической культуре и спорту. Благодаря нашим квалифицированным специалистам, тренерам, преподавателям, благодаря нашим гостям города Якутска, которые уже 2-й год подряд приезжают к нам для проведения мастер-классов по популяризации спорта в Ленском районе. За прошедший год мы добились немалых результатов. Мы стали участниками чемпионата республики по настольному теннису, победителями чемпионата республики по стрельбе из пневматической винтовки. Также мы защищали честь Республики Саха-Якутия на Дальневосточном федеральном округе. Также спортсменам пожелаю никогда не сдаваться и идти только вперед. Спасибо. Перед началом соревнований гости из Якутска провели мастер-классы для ленских спортсменов. Также была проведена викторина на олимпийскую тематику. В субботу прошли соревнования для детей, а в воскресенье для взрослых. Более 100 любителей спорта состязались в стрельбе из пневматической винтовки и лука, играли в шахматы, шашки и теннис, пробовали свои силы в тяжелой атлетике. По итогам соревнований все участники были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. И неважно, кто какие места занял на пьедестале, каждый из них вправе считать себя победителем. После реставрации открыли часовню-памятник в честь Божьей Матери Неопалимая Купина. Эта часовня была построена в память о пожарных спасателях, погибших при исполнении служебного долга. Она является украшением и достопримечательностью города. На торжественном открытии присутствовали глава района и руководство городской администрации, которые поздравили ленских спасателей с профессиональным праздником, поблагодарили их и всех причастных в реставрации за проделанную работу. С помощью руководства района, руководителя добровольного пожарного объединения, профессиональных строителей и наших собственных сил при благословении отца Анатолия мы успешно выполнили все работы. Отмечу, что традиционно такие объекты являются украшением и достопримечательностью российских городов и для нашего города в частности. Всем огромное спасибо и низкий поклон. На прошедшей неделе в актовом зале администрации Ленского района было многолюдно. Но на этот раз не обсуждались важные вопросы, а проводилась осенняя ярмарка. В ней принимали участие работники администрации и бюджетных учреждений. На столах вместо документов пирожки и блины, овощи и домашняя консервация, рыба и соленья. Здесь же можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Живые крольчата, безусловно, стали прелестной изюминкой ярмарки. Меньше чем за час практически все было распродано. Все вырученные
вырученные средства, а их собрали более 120 тысяч рублей, муниципальные служащие направят в фонд поддержки участников СВО. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.